Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Мария Новгородова и Николай Слепцов. Айдын. В Якутии прошел форум трудящихся женщин Якутии «Труд якутянок на благо республики. Прошлое, настоящее, будущее», посвященное столетию первого всеякутского съезда трудящихся женщин. Мероприятие стало площадкой для обсуждения роли женщин в социально-экономическом развитии региона, а также перспектив их дальнейшего участия в трудовой деятельности. Сегодня Якутия – один из лидеров в социально-экономическом развитии на Дальнем Востоке, и женщины республики отличаются высоким уровнем образования и значительной экономической активностью. Женщины Новой Якутии стали той самой наступательной и созидательной силой, которая вселила надежду и уверенность в людях в преодолении трудностей на пути к строительству новой, другой жизни. И у меня в студии просто вообще в канун 8 марта я приветствую нас в студии прекрасных женщин. Ольга Григорьевна Григорьева, заместитель руководителя Союза женских организаций Якутии, председатель Ассоциации предпринимателей «Сделано в Якутии». Здравствуйте. Добрый день. Малышева Нинель Васильевна, директор Департамента науки и инноваций Северо-Восточного федерального университета, кандидат филологических наук, член Президиума Союза женских организаций Республики Саха-Якутия. Добрый день. Здравствуйте. Филиппова Дарья Николаевна, руководитель направления «Молодая Якутия» открытого форума женщин Республики Саха-Якутия подруги Джуэгелер, младший научный сотрудник отдела этносоциологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Здравствуйте. Добрый день. И Матрена Петровна Попова, кандидат филологических наук, доцент кафедры якутской литературы Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да, так основательно сегодня вы ко мне пришли. Замечательно вот прошел у вас форум, мы следили за всеми вашими мероприятиями в соцсетях, вообще проходили, да, вот, и вот буквально вчера состоялось уже такое вот заключительное совещание. Конечно же, мы начнем с этой вековой истории, которая уже на протяжении 100 лет здесь, у нас в Якутии. Добрый день еще раз, Мария, все наши... Я вас микрофон поближе сделаю. Все наши телезрители, радиослушатели, спасибо, что пригласили в канун женского праздника, как раз женская тема. Сегодня мы с соратницами здесь собрались, чтобы рассказать о нашей научно-практической конференции, посвященной столетию всеякутского женского движения. Мы его назвали научно-практической конференцией, потому что это не съезд, не форум, но съехалось практически 600 человек из разных улусов. Это нас очень радует, и в зале было в театре оперы и балета «Яблоку негде упасть». Все приехали в приподнятом настроении, понимая, что, конечно, сегодня женщине отведена главная роль. Сегодня мы надежный, крепкий тыл страны. Ну и, конечно же, если о женщине, то это, конечно, мать, хранительница очага. Ну и в современности, конечно, наши женщины ничем не уступают мужчинам. Они руководители, ученые, врачи. И, конечно же, в сельской местности женщина также, она ответственна практически за все, да, если я так скажу. Меня, наверное, мужчины не будут поправлять, да? Почему? Потому что сельская местность сегодня делает наши города. Если коснуться истории, то 100 лет назад женщины 8 марта также собрались и провели первый съезд трудящихся женщин. Да? И, конечно же, нам нужно вспомнить легендарных женщин, благодаря которым это произошло. Среди них мы знаем, что были матери легендарных также людей, да, наших мать
Платона Аюнского, Евдокия Ивановна Слепцова. На тот момент ей было 57 лет. Мама Александра Овчинникова и Мария Андреевна Яковлева Овчинникова, 40-летняя. И академика Мария Гаврилова и Мария Федоровна Охлопкова. Ей было тогда 31 год. И вот они 8 марта съехались в первый всеякутский съезд женщин. Всего съехалось 87 делегатов, и 37 из них были не умели читать и писать, а грамотными были всего 51 женщина. Вот представьте, и они говорили там на съезде о том, что нужно дома отделить от хотона, что не должно быть голодающих людей, и, конечно же, о том, что женщин нужно приравнять к мужчинам, чтобы они получали образование. Прошло 100 лет, да, и мы видим, что сегодня совсем другая картина, и те задачи, которые перед нами ставит наше государство, Владимир Владимирович Путин, касательно женского сообщества, выполняются. Национальные программы сегодня существуют, конечно, здравоохранение, образование и даже предпринимательство. Сегодня везде у нас женщин много. Многие у руля, опять же, да, скажем, и по многим направлениям. Руководители. Как руководители, вот, да, по всем этим аспектам. И вот у меня буквально вчера вот состоялось у вас мероприятие к столетию Всеякутского съезда трудящихся женщин, где чествовали активисток со всей республики. И у меня вот вопрос к Нинель Васильевне, как все прошло, расскажите нам, пожалуйста. Ну, конференция наша проходила в 2 этапа, то есть конференцию мы начали 24 февраля на этапе муниципальных образований, то есть в населенных пунктах, в центральных районах и в городах Республики Саха-Якутия прошли эти конференции. По итогам, значит, муниципальных этапов были сформированы предложения как от отдельных активисток, также от отдельных женских движений и муниципальных образований, для того, чтобы мы смогли эти предложения рассмотреть уже на республиканском этапе, который состоялся вчера, 6 марта, на базе театра оперы и балета в формате пленарной сессии. Почему мы именно выбрали формат научной конференции? Да, здесь я хочу, конечно, объяснить тем, что в этом году мы помимо того, что отмечаем столетие первого Всеякутского съезда трудящихся женщин, в этом году мы также отмечаем столетие первой комплексной научной экспедиции, которая была инициирована в свое время также одним из видных государственных деятелей, активного тоже политического деятеля Максима Кировича Амосова. Ровно 100 лет тому назад он, будучи руководителем республики, инициировал такое масштабное мероприятие, и в то время Якутия стала первым субъектом, который был всесторонне исследован. Вот эти исследования касались, безусловно, конечно же, изучения социальной сферы Республики Саха-Якутия, производительных сил, для того, чтобы ученые и исследователи смогли принять активное участие в разработке научно обоснованных рекомендаций, для того, чтобы внедрить эффективные механизмы по социально-экономическому развитию региона. Потому что сегодня, конечно же, научно обоснованные рекомендации, да, методологии, которая, доказана наукой, они все-таки являются эффективным методом. Это и анализ, это и прогноз, это мониторинг, да, для того, чтобы все-таки выработать эффективные механизмы по, в целом развитию тех или иных направлений деятельности. В рамках конференции мы также отдельное внимание уделили обсуждению целей и задач новых национальных проектов, которые были запущены в этом году по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В целом про национальные проекты мы узнали еще в 2019 году. Это также было инициировано лидером нашей страны для того, чтобы те или иные проблемные вопросы, аспекты можно было бы рассмотреть со всех сторон и внедрить эффективные механизмы. Да, в части науки, опять же, я каждый раз возвращаюсь к научной деятельности. В 2019 году, когда была запущена,
инициатива по национальному проекту «Наука университета», мы видим, что за эти 5 лет все-таки якутская наука вышла на новый уровень своего развития. Мы смогли за эти 5 лет подготовить больше молодых кадров, перспективных науки, да, мы смогли открыть новые инфраструктурные объекты, это и научные лаборатории, это научные центры. Мы благодаря мероприятиям национального проекта «Наука университета» смогли привлечь в Якутию ведущих зарубежных ученых, чтобы под их крылом создать ведущие научные школы, да, научиться их методологии по изучению тех или иных научных объектов. Вот и поэтому, безусловно, сегодня национальные проекты играют ключевую роль в целом социально-экономическом развитии, да, региона, также и страны. И с этого года, значит, запускаются новые национальные проекты. Они в большей степени касаются, конечно же, социальной политики. И здесь то, что мы обсудили, значит, ход реализации, да, этих мероприятий, национальных проектов из уст держателей этих же проектов, да, это были министры, это были заместители министров, да, по тем или иным направлениям, говорит о том, что сегодня выработаны эффективные механизмы по реализации этих проектов. И здесь, конечно же, прежде всего женщины, как мне кажется, должны принять самое активное участие в достижении показателей, да, национальных, таких будет обязательно. Да, национальных проектов. Вот. Ну и поскольку формат мероприятия является научной конференцией, мы, безусловно, планируем выпустить сборник научных и научно-популярных трудов, которые были представлены, да, как на муниципальном этапе, так и на республиканском этапе, чтобы этот сборник в последующем стал неким историческим источником для будущего поколения активисток женского движения. Сборник будет индексирован в базе данных Российского индекса научного цитирования. Это некое такое требование к научным статьям, для того, чтобы в последующем все статьи, чтобы вошли в электронную базу данных, для того, чтобы любой желающий, это и активист женского движения, это может быть там ученые, да, не только из Якутии, но и из другого региона, посмотреть все-таки вот какие, значит, мероприятия были в свое время внедрены, какие исследования проводятся, да, по изучению и женского здоровья, и как бы социальной политики, и в целом экономики, где вот сегодня активно участвуют женщины. И в этом отношении можно было бы слово передать Матрёне Петровне, да, как ученому, который сегодня, активно занимается гендерным исследованием и изучает образ в целом вот якутской женщины, да, в произведениях якутских писателей. Вот, было бы как раз таки, да, очень интересно. Да. Очень громко сказано, что я занимаюсь, но и действительно я интересуюсь, и диссертация моей кандидатской работы в 2004 году еще. 3 глава была посвящена именно гендерным исследованиям, то есть исследованиям творчества поэтесс якутских. На данный момент мы во время съезда организовали выставку. Я бы хотела об этом рассказать. Это, конечно, тоже женская тематика. Благодаря нашей слаженной работе нашей библиотеки, нашего университета, и Туяры Николаевны Пермяковой и включительно меня, мы организовали выставку, и выставка у нас состояла из 2 подгрупп. То есть первая выставка была посвящена женщинам, выдающимся женщинам Якутии, 47 женщин мы туда включили, и известным женщинам Якутии. Мы думали, что у нас известных женщин будет 100, но оказалось их намного больше. Поэтому можно сказать, что это только начало работы. Соответственно, мы должны над этим очень скрупулезно работать, привлекать еще других. Нам во время организации данной выставки помог еще архив национальный нашей республики, поэтому нашли и фотографии, которые вообще в интернете нигде нет. Благодаря им иные другие дополнительные информации. И получается, что
И в начале 2020 года женщин с высшим образованием, женщин-активисток, первых комсомолов было очень много. И они не были просто только как числились, то есть, да, они оказались действительно, стояли у истоков новой власти, новых направлений. Есть женщины-врачи, есть, оказывается, женщины, которые до революции получили высшее образование по медицине. Есть женщины, которые были первыми редакторами, которые помогали в создании журналов на родном языке. Были женщины-милиционеры. В общем, и во время Отечественной войны их очень много было, которые добровольцами уехали сражаться за Родину. То есть до этого этой работой практически никто не занимался, и мы сейчас благодаря вам можем... Нет, это слишком громко сказано, потому что на сайте архива, Национального архива есть материалы, хорошие доступные материалы есть. Есть еще на сайте Национальной библиотеки, как раз вот накануне столетия съезда организовали, но самую вот обширную базу данных, кажется, собрали мы. Поэтому немножко можем этим гордиться. Да. Ну, некий уникальный фонд получается, да? Да, вот сейчас я просто такие сижу, и милиционеры, женщины, да? И первое, кого вы исследовали? Ну, меня, например, как исследователя интересовала судьба Марии Андросовой-Ионовой, которая является первым ученым, который в прошлом году исполнилось 160 лет. Она первая женщина-ученая, она жена Полицильного Ионова. Она за него вышла замуж, с ним уехала. Сперва в Киев уехали, кажется. Потом, в Киев, потом они перебрались в Санкт-Петербург, в то время Петербург. И устроились на работу, то есть их пригласили. Научная среда их пригласили, и они занимались якутскими текстами, исследовали и специально выделяли кабинет. В общем, она, и хотя даже не имела высшего образования, но она наравне с известными учеными занималась именно вот текстами, фольклорными текстами, исследовала. То есть текстологический анализ можно даже проводила, можно сказать. Ну, все ее работы, все то, что она там, какую работу вела, это все сохранилось? Да, оказывается, в архиве Кунсткамеры есть все, поэтому над этим татинцы сами уже работают, съездили, собрали книгу большую, вот, которые раньше не печатались. Есть хорошая работа, и это тоже дальше продолжается. Ну, мы посчитали там 42 женщины легендарные. 47, почти. 47, нет, было вообще 50, но, к сожалению, фотографий некоторых мы не нашли, поэтому мы пока их не включили, но в базе они будут, и, соответственно, мы будем дальше работать. И немножко уже знаем, где и как можно искать их фотографии, о них еще больше информации. Дополнение. Можно сказать, что женщины вроде в советской власти, во время советской власти нам говорили, что женщины находятся под тройным гнетом, да? Ну, как бы нагнетает царь, потом местный тойон, потом еще муж. Ну, такое вот представление было, да? Если у мужа 2 вот этих тойона было, у женщины 3. Но, тем не менее, если изучать материалы, фольклорные материалы, если вот тексты прочитать, то женщины, между прочим, были наравне почти с мужчинами. У северных женщин, северные женщины вообще у себя в чему были хозяйками. Муж только гостем, почти можно сказать. Так что по сравнению с другими народами у нас получается, что намного женщины северные, вот, женщины были почти наравне с мужчинами. Не зря у нас есть богатырки Волонхо. Да, вот именно. И поэтому, мне кажется... Я хочу, знаете, поблагодарить Туяру Пермякову, идейному вдохновителю, да, вот этого проекта, который вот на мольбертах на 2 и 1 этажах сделали вообще уникальную выставку, которой никогда не было. Мы не видели такую выставку еще ни разу. И самое примечательное, сегодня мы живем в 21 веке, и при помощи, конечно, искусственного интеллекта вы оживили этих наших легендарных женщин, и они нам с экрана
экрана улыбались, махали. И, конечно же, это для сегодняшнего, подрастающего поколения, для молодежи очень, так прямолинейно заходит, да, то, что были благодаря таким женщинам, у нас сегодня такое положение, да? Мы продолжим нашу прекрасную беседу буквально через несколько минут. Сейчас мы уйдем на рекламу, но обязательно про этот оживший мольберт я хочу узнать поподробнее. Уходим на рекламу. Спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы продолжаем беседу с нашими прекрасными девушками. И, Матрена Петровна, вы хотели добавить? Я бы хотела выразить благодарность нашим коллегам, нашим сотрудникам, потому что именно благодаря им состоялась такая грандиозная работа. И хотела бы первым делом поблагодарить коллектив нашей библиотеки нашего университета во главе заместителя директора Царглан Христофоровны Тарабукиной. Все это велось. И поблагодарить сотрудника редакционного отдела СВФУ Антипина Прокопия Ивановича, сотрудников Национального архива Республики Саха-Якутия. Именно благодаря им все у нас получилось, можно так сказать. И проводится практически огромные большая, работы. Конечно, энтузиастами выступили мы, но над этим все днями, ночами работать, собирать, чтобы все было нормально, чтобы не всегда же получаются соответствующие объективные материалы, достоверные. А надо все сверять, проверять. И у нас действительно в этом деле библиотека научная очень даже помогла. Большая, Евгения Исаевна, да, непосредственно конечно, руководила. Да, вдохновитель, самый настоящий. И, конечно же, хотелось сейчас в этом моменте поговорить о нашем прекрасном женском здоровье. Понимаем, годы идут, но мы стоим в ответе за наше потомство, да, здоровое. И сейчас в этом направлении какая работа, что вы обсудили на этом прекрасном форуме? Я вам тут помогу. Так, хорошо. 4-5 марта в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики прошли медицинские консультации для участниц торжественных мероприятий, которые приехали из улусов и районов нашей республики. Всего это 54 делегата, прошли наши медосмотры. Кстати, хочется сказать, что медицинские консультации — это всегда идея нашего лидера Евгении Савиной Михайловой, лидера нашего движения, открытого форума «Подруги Чогаляр». Так как мы все понимаем, как вы и сказали, женское здоровье — это благополучие нации. То есть какое здоровье у женщины, с таким здоровьем рождаются наши дети, во многом зависит, да. И наши врачи из республиканского центра обследовали наших женщин. Это были и УЗИ-диагностика, эндокринолог, лор, акушер-гинеколог, невролог, травматолог-ортопед, онколог-маммолог. То есть буквально все направления. Мы очень благодарны коллективу Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, которые 2 дня работали с нашими женщинами. Они сказали, что женщинам нужно еще лучше следить за своим здоровьем. То есть это, конечно же, правильное питание, во-первых, активный образ жизни, это физические нагрузки умеренные, в силу каждого организма, да, выносливости. И по итогам медицинские консультации были женщины направлены далее на обследование, то есть либо по месту своего прикрепления, где проживают, либо различные диспансеры, например, эндокринологический диспансер. Также, что касается женского здоровья, активисты направления нашего форума под руководством Савиной Надежды Валерьевны провели замечательный научно-практический семинар про здоровье семьи, новые подходы и традиционные рассмотрели, и мы хотели поблагодарить здесь коллектив медицинского института, который всегда
очень часто проводят открытые лекции, работают с населением, потому что профилактика — это прежде всего, конечно. Да. Вот. И вообще говоря о наших мероприятиях, о торжественных мероприятиях, хотелось бы отметить, что в числе наших делегатов были и врачи, и учителя, и воспитатели, и предприниматели, и активисты наших женских общественных организаций. Мы все были рады встретиться с нашими коллегами, общественниками. Они, несмотря на то, что вот у них тоже своей работы много, профессиональной деятельности, да, как у всех нас, они находят время для того, чтобы помочь другим, нуждающимся, малоимущим, например, семьям. И это очень здорово. То есть это одна из ролей многочисленных женщин. И здесь хочется отметить то, что главная, конечно, наша роль — это материнство. Материнство, и у меня была такая мысль, что следует нам, обществу вообще, да, общественности, очень в этом плане поддерживать наших врачей, поддерживать всемерно, относиться со всем уважением. Это прямо, я считаю, что учителя, врачи и также воспитатели детских садов. Они работают непосредственно с нашими детьми, и здесь особая роль у наших акушеров, еще гинекологов, которые встречают детей, когда они вот впервые видят мир, да, а дети еще. Ну, жизнь зарождается, то есть ребенок родился, но до этого еще он 9 месяцев существует в теле матери. То есть и поэтому огромная благодарность гинекологам, которые вот работают на местах, эндокринологам, которые помогают женщинам вот поддержать свое здоровье, чтобы не было дефицитов. Вот, я вот такую мысль хотела я сегодня обязательно сказать. И, конечно, вот наше здоровье еще есть, конечно, воспитательная, духовная составляющая. И вчера на торжественном собрании была приглашена и выступила мать нашего главы республики Исаина Сергеевича, Тамара Сергеевна Николаева. Она первый дипломированный философ народа Саха, почетный гражданин Верхневилюйского улуса, и она рассказала, вот, как воспитывала своих детей. То есть замечательный пример. Мы видим тогда, как вот ответственно родители относятся к воспитанию своих детей, какие результаты мы можем увидеть, каких успешных людей мы можем воспитать, которые потом будут работать во благо нашей страны, во благо вот наших районов и во благо нашей республики, страны. Вот, я думаю, это замечательно. Кстати, вчера еще чествовали женщин, у которых 7, 8, 10 детей, знаками материнская слава, гражданская доблесть. Награждала также наша Иль-Тюмен, награждал и комитеты Иль-Тюмена, Государственного собрания Иль-Тюмен, всех чествовали. На самом деле награждение было очень ёмкое, но все женщины буквально заслуживают наград. Работают по 20-40 лет в различных отраслях. И мы очень рады, что у нас получилось вот всех собрать, всех поощрить. И наши мужчины, конечно, поздравили. И огромная благодарность организаторам. Это Министерству труда и социального развития, Министерству по молодежной политике и социальным коммуникациям, активу Союза женских организаций, нашему активу открытого форума «Подруги Джейгаляр» и также Северо-Восточному федеральному университету. Наши девушки всегда активные, на передовой. Вот. Да, благодарность, конечно, мы сегодня обязательно должны сказать, отметить. Потому что такое ёмкое мероприятие, столетие всеякутского съезда. Давно у нас такого мероприятия не было, да, ведь? И, несмотря на то, что сегодня вот состав у нас молодой, да, конечно же, мы благодарны нашим наставницам. Благодаря им это все состоялось, благодаря их авторитету. Евгения Исаевна Михайлова, Феодосия Васильевна Габышева. И, конечно же, наш лидер на сегодняшний день — это Анжелика Егоровна Андреева, которая сегодня улетела в Москву. И поэтому вот она... Всероссийский женский форум. Встретиться с самой Лаховой Екатериной, да? И повезла наш также такой мерч, подарок с логотипом «Столетие женщин». Да? И благодарим, конечно же, вот пользуясь случаем, что мы сегодня вышли в эфир, Анжелику Егоровну, возможно, она онлайне сегодня нас видит, нас сегодня проделегировала, и, конечно же, наших наставниц, да, это
Ну вот я назвала нашу Евгению Исаевну, Феодосию Васильевну, Анастасию Николаевну Божедонову и наших также старших сестер, которые по сей день работают. Это Анна Владимировна Пермякова, Светлана Гаврилевна Ефимова, Альбина Прокопьевна Черепанова, Оливия Пановна. Вот благодаря их труду, общественной вот деятельности, труду, да, общественной деятельности. Это все состоялось, и, конечно же, Министерство труда, да, которое в этом году выпустил знак за вклад в развитие женского движения. Это впервые тоже выпустили такой знак имени Светланы Ефимовны Николаевой. Поэтому огромная, конечно, благодарность нашим министерствам, и труда, социального развития, и Министерства молодежной политики, без которого, конечно, в республике ни одно мероприятие мы на таком высоком уровне не можем проводить, да, и женщинам, делегатам, которые приехали с улусов. Вечером мы проводили некий такой, рефлексию такую некую, да, что было, может быть, мы что-то упустили, да, но все улусы были абсолютно довольны, что прошло мероприятие на таком хорошем уровне. Все вопросы были затронуты, да. Выставка была проведена на хорошем уровне. И, конечно, QR-кодом. Да, везде QR-коды. И, конечно же, мы о здоровье женщин не забыли, это самое главное. И благодарим, конечно, Министерство здравоохранения, которое сегодня уделяет большое внимание женскому здоровью, ведь мама — это прежде всего человек, это организм, который нужно поддерживать в самом хорошем уровне сегодня. Тем более уже с такой активной нашей позицией жизненной, да? Да, вот. С высоким темпом жизни, да. Вот еще вчера мы услышали из уст заместителя министра здравоохранения Татьяны Юрьевны, что наша Якутия является лидером по рождаемости детей. Это, конечно же, благодаря в том числе тем национальным проектам, которые были реализованы в нашей республике. Я буквально, кстати, выступление Елены Волковой, министра труда, себе оставила, чтобы озвучить, опять же, нам, да, в нашей... И у меня по данным, вот сейчас мы опять же остаемся все равно в лидерах. Ну еще женщина мы удивились, очень молодые, уже 7-8 детей, они героини. А это же нужно же какой героический... Одна краше другой. Как они выглядят, да? Да, очень здорово. И буквально вчера, да, если мне память не изменяет, вручили поддержку единовременную семьям, которые 10 детей. Сертификат на приобретение автомобиля. Да, почти 1 миллион рублей. Это очень хорошая поддержка для многодетной семьи. Вчера тоже вручили. Семье Сивцевых, по-моему, да? Они вот из Намского района. Да, с детьми Они еще приехали. с маленькими детьми приехали. Вышли на сцену, всей семьей поручили. Это было очень красиво. И, конечно же, лейтмотив, да, был многодетные семьи, рождаемость, да, ну и, конечно же, Сахалетаха Чепчал, это то, что пришла к нам Тамара Сергеевна Николаева. Кстати, она моя учительница, Тамара Сергеевна, мать нашего Айсена Сергеевича. Она учила нам логику, этику. Даже такие предметы были доступны нам в Верхневилюйской гимназии, представляете? И, конечно, мы слушали ее с упоением. И то, что она высокоинтеллектуальный человек, как она воспитывала своих детей, и, конечно же, то, что она выступила, да, в течение, наверное, 10-15 минут, долго. Мы прям весь зал слушал, затаив дыхание. Это было, наверное, таким, как говорится, самой главной вчерашней ключевой поклонение матери. Поклонение матери. И то, что 100 лет назад также участвовала мать Платона Алексеевича Аюнского. А он же кстати, еще был... Это был какой-то символический организатор. Организатор.
Вот, поэтому, Да. поэтому благодарность матери, благодарность сестрам, старшим наставницам, это, конечно, вот вчера тоже было самым главным, наверное. Демонстрировано. Да, мы продемонстрировали вот это, вот наше вот правительство. И то, что пришли, конечно же, первые лица, как говорится, нашего законодательного собрания. Кстати, мы забыли упомянуть клуб женщин-парламентариев, который проходил 6 марта. Также Под руководством Антонина Афанасьевна да, Григорьева. Антонина Афанасьевна Григорьева проводила на очень высоком уровне. Зал был полный, все поколения, наверное, женщин-депутатов пришли и тоже ставили очень на сегодняшний день важные, нужные вопросы. Вот. Ничего не забыли еще сказать? Но опять же, более 600 участниц. Да. Это практически со скольких районов они приехали? С арктических же тоже? Да. Тоже Вот. очень активно. Ну и помимо конференции, выставки, мы также вчера организовали фотосессию силами, опять же, молодых ученых. Это девушки, 3 девушки, которые являются сотрудницами молодежной научной лаборатории, которая была открыта и обновлена современным научным оборудованием благодаря национальному проекту «Наука университеты». И они вчера, благодаря методам искусственного интеллекта, проводили фотосессию, где можно было вообще воплотиться, да, в героини из прошлого, либо увидеть себя в будущем. Это, конечно же, тоже показатель того, что сегодня наши девушки активно принимают участие в тех или иных направлениях, даже в самых сложных направлениях, где раньше только мужчины могли. Продвинутых. Да, именно. То есть у нас есть тоже девушки продвинутые айтишницы. Да, мы практически уже по всем направлениям. И вот опять же, да, вот по данным Федеральной службы государственной статистики, общее число женщин в республике сейчас вот составляет более 518 тысяч. То есть больше женщин. Да. 68% прекрасной половины человечества проживает в городской местности, а 32% женщин в селе. Смотрите, какие уже цифры, да? Средний возраст женщины республики составляет 37 лет. Вот Елена Волкова сегодня во время актуального интервью эти данные озвучила. Ага. Ну, я так понимаю, даже следующий съезд когда? Следующий съезд у нас будет в 27 году, где мы также съедемся со всех наших уголков необъятной республики. Всегда съезд у нас ассоциируется с праздником, да, вот когда мы не только, ставим проблемные вопросы женской половины, да, но и, в принципе, этот нетворкинг определенный, да, где мы обмениваемся опытом. И в 27 году мы также, встанет вопрос выбора лидера, да, Союза женских организаций. Мы, конечно же, всецело поддерживаем нашу Анжелику Егоровну Андрееву, которая сегодня для всех женщин является, не только лидером, но и, как вчера улусные женщины наши сказали, это яркое солнце, за которым можно хоть куда, путеводная звезда, да, и Союз женских организаций сегодня все благодарят вот за те дела, которые сегодня вот на общественных началах делается, да, повсеместно в улусах. И, конечно же, мы хотим, чтобы та программа, которая сейчас перед нами ставится вот на федеральном уровне, благодаря сплочению женщин, благодаря форуму подруги и Союзу женщин. Мы за нами будущее. Да. Спасибо вам большое. С наступающим 8 марта. Крепкого здоровья и до новых встреч. Спасибо.